Сегодня в медпункте общежития собрались около 30 студентов из Туркменистана и Таджикистана. Все в очереди на вакцинацию от COVID-19. Один из таких – Расул Курбанов. Он приехал в Россию из Туркменистана за физико-математическим образованием. Все знакомые давно привились на родине, а ему в России это пока не удавалось, делится Расул. Ничего страшного нету, можешь прививаться. Себе даже лучше в организме тоже. Не будешь там страдать, болеть. Хорошо, что у нас рядом, вот я сам 4-й в жизни живу. Мигом пришел, привился и могу обратно в общежитие или учиться в универ. Удобство такого решения оценили многие студенты. Университет рядом, а комната общежития еще ближе. Прежде чем сделать прививку, досконально проверяют состояние здоровья, уровень кислорода в крови и температуру, слушают дыхание, узнают об отсутствии противопоказаний. Какие-либо лекарства принимаете? Нет, Ничего не принимаете? Хорошо. Но противопоказаний для проведения вакцинации от COVID-19 на момент осмотра у вас не выявлено. Можете приступить к вакцинации. Теперь можно делать прививку. Правда, для иностранных студентов есть одна особенность. Вакцинация для них не бесплатна. Ее стоимость складывается из многих факторов. Эта сумма рассчитана нашими финансистами. Она взята не с потолка. Сюда входит стоимость самой вакцины, сама работа по проведению вакцинации, прочие расходы, доставка. Студенты не жалуются. Наоборот, думали, что стоимость будет намного больше. Я хочу сказать, что деньги всегда можно найти, а здоровья нет. 770 рублей мы еще благодарны, что Российскому Федерации, что дала нам такую возможность привиться на территории Российской Федерации. 707 рублей – стоимость прививки. Цена здоровья, а возможно и всей жизни. И, наконец, можно услышать заветные слова. Держите ваш сертификат. Спасибо. Анна Центовская, Павел Иридков, Республика.